Какие перемены происходят в школе-сообществе в 2012-2013 учебном году? В 2012 году в пилотном режиме школа-сообщество стала одной из школ, реализующих в ГОС второго поколения на ступени основного общего образования. На протяжении 5 лет образовательному сообществу, учителям, обучающимся, родителям предстоит осваивать и реализовывать этот стандарт по плану Министерства образования и науки Российской Федерации. Это обязывает школу разработать необходимую нормативно-правовую базу, обновить материально-техническую базу, информационную, учебно-методическую, учителям пройти курсы повышения квалификации. В чем это проявляется? Как увидеть, что учителя школы-сообщества действительно начали перестраивать свою работу? На уроке стали преобладать такие действия, как поиск, исследование, проектная деятельность, работа со знаково-символическими средствами, которые называются моделями. Знание дается не в готовом виде, а ребенок сам под руководством учителя конструирует это знание. В чем еще видны изменения? При переходе в подростковую школу ведущей становится личностная и общественно значимая деятельность. На первое место в основной школе выходит не собственно урок, не учебная деятельность, а полидеятельностное пространство, погружаясь в которое ребенок может сделать шаг в собственном развитии. Поле разной деятельности обучающихся формируется в школе-сообществе на основе интеграции плана внеурочной деятельности и программы воспитания «Человек в открытом обществе». Основу плана внеурочной деятельности составляет инновационная образовательная программа «Человек в открытом обществе» и ее ресурсные подпрограммы «Шкатулка изобретений», «Искусство открывать себя», «Уроки открытости». Программы разработаны под руководством научного руководителя школы, доктора педагогических наук, профессора, академика Стефановской Татьяны Александровны. На занятиях обучающиеся занимаются исследованиями, проектируют, делают творческие работы, создают презентации результатов своей деятельности. Инновационным средством социализации личности школьника, обеспечивающим успешную адаптацию человека в открытом социальном мире, является программа «Ассоциация 3С» – социальная проба, социальная практика, социальный опыт. Какая нормативно-правовая база разрабатывается для организации образовательного процесса? На сегодняшний день главным документом стандартизации образования на уровне школы является основная образовательная программа. Педагоги школы-сообщества использовали следующий подход к конструированию основной образовательной программы. Когда основная образовательная программа превращается в программу действия образовательного учреждения по достижению образовательных результатов. В чем особенность? В том, что это описание технологии, в какой последовательности, с помощью каких ресурсов, каких условий, какого содержания учитель вместе с детьми должен двигаться от 5 до 9 класса. Будут ли меняться подходы к оценке деятельности обучающегося? На сегодняшний день основная задача заключается в том, чтобы разработать контрольно-измерительный материал, носящий интегративный характер, который не разделяет на составляющие предметный, метапредметный и личностные результаты, а позволяет одновременно оценивать комплексно ребенка по всем этим 3 направлениям. Этот шаг по разработке планируемых результатов и способов оценивания – необходимый шаг, без которого новое качество получиться не может. Изменится ли школьное расписание уроков? Построение нелинейного динамического расписания как условие реализации основной образовательной программы – это еще одна из задач педагогического коллектива школы-сообщества. Будет ли меняться сам учитель? Конечно, изменения должны произойти и в самом учителе. Использование современных систем оценивания, образовательных технологий, умение работать в информационной среде, конструирование учебных программ требует серьезной переподготовки учительского и административного корпусов школы. Сегодня 86% коллектива прошли профессиональную переподготовку. Второй год реализуется инновационный профессиональный проект «Классный руководитель-системщик. Путь к новой позиции». Действительно, введение нового федерального государственного образовательного стандарта на ступени основного общего образования требует много новых шагов в развитии школы-сообщества. Перемены в школе-сообществе продолжаются.